Assalamu alaikum, sürdükör masira ayad mashhur. Сегодня 25 ноября 2025 года, 19 часов 4 минуты по Брюсселю, 21 час 4 минуты по городу Джохару. Стрим у нас сегодня на чеченском. Стрим у нас на чеченском языке. Будем делать на двух языках, будем делать, давай. Да, стрим у нас на чеченском и русском языках. И тема сегодня очень важная, скажем так, тема исторически важная, поэтому я думаю, было бы хорошо, если мы немножко побольше говорили бы по-русски. Да, чтобы... мы будем расшифровывать, как документы есть. Вот, давай, ночи все это знают, раском от Хукшмабуй, поэтому здесь давай. Сегодня 35 лет Декларации Общенационального съезда чеченского народа, ОСЧН, которая была принята в 1990 году, 25 ноября. И об этом многом другом мы поговорим. Стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм. Вы можете туда зайти, задавать вопросы, принимать участие непосредственно в нашей сегодняшней беседе. А также на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok. Я вас всех прошу, друзья, заботьтесь о вашей безопасности, будьте аккуратны и осторожны. А все, кто не находится в оккупированной Ичкерии либо фашистской России, пожалуйста, задавайте вопросы, принимайте участие на русском, на чеченском, как вам удобно. И сразу хотелось бы по политической и геополитической обстановке в мире, которая сейчас происходит, вот эти события стремительные, запутанные, и хотелось бы от вас услышать экспертное мнение. Пожалуйста, вам слово. Здесь многие слышали, что происходит в эти дни, мы много говорим, что происходит вот с вопросом о решении проблемы русско-украинской войны и о том, что русские, как говорится, теперь стало ясно, подкинули, как бы втихую подкинули свой план, а этот план помощник Путина там, и этот Витков, тоже помощник Трампа, они как-то, видимо, сумели его выставить и обсуждать, как будто он был планом Трампа. Видимо, из всего, что мы говорили, понятно стало, что, видимо, это Трампу вот предложили, он ни с кем не советуясь или не разбираясь, но раз вы сказали, выставляйте. И, наверное, это как пробный шарж, как на него отреагируют. Мы говорили о том, что в этом плане было, какие там, требования. Это фактически те требования, которые с самого начала незаконно предъявляли суверенному государству России. Россия как империя, состоявшаяся после развала Советского Союза, создавшаяся, которая создалась после развала Советского Союза, она начала вот эти все свои претензии с того, что начала нападать на соседние государства. Она напала на нашу Чеченскую Республику Ичкерия, напала на Грузию, естественно, до этого она напала и на Молдову, потом в 2014 году напала на Украину, и сейчас снова 2022 года вот эта война почти 4 года идет, и нисколько не собирается как бы делать вид, что не собирается уходить. Теперь, поняв, что они не могут победить, фактически не могут захватить Украину, и зная, что вот это продолжение войны, и к тому же вот эта вот пропаганда, которая ведется российской информационной машиной, где-то, что все виноваты, Америка, Европа, Украина, все виноваты, все хотят русских уничтожить, всех, чтобы пролилась кровь среди всех народов России, вот это все, как говорится, лапшу вешают нам, людям простым, которые живут в России. И вот это они все, значит, пытаются
выиграть эту войну, а продолжение войны как раз-таки выгодно кому? Именно выгодно руководству империи, выгодно президенту Путину и его окружению. Мы не можем сказать, что, собственно говоря, с точки зрения права, никакой он не президент, это просто захват власти. И даже когда его назначали, это был не президент с точки зрения, даже юридически, он не президент, даже с точки зрения этой незаконной конституции и международного права. Так что они обвиняют, допустим, руководство Украины, что вот он, мол, незаконный, все такое дело, он должен переизбираться. А как он должен переизбираться? Потому что для проведения выбора нужно свободная воля, условия свободного волеизъявления. Таких условий в Украине нету. И это во время войны, когда у нас шла в 2004 году, там еще тогда Путин со своей полумиллионной почти армией, которая вторглась на нашу территорию, там они объявили какой-то референдум, там они объявили какие-то выборы, и понятно, что чеченский народ там не голосовал. И ни одна страна не голосовала, в смысле не поддерживала в этот неевропейский эти выборы. Точно так же к этому вот, вопросу по Украине относится остальной мир. Невозможно, чтобы человек, придя на выборы, и там он взял бы и, если это под давлением пушки, танки или угроза, он не может честно проголосовать. А с точки зрения международного права и свободы личности это недопустимо. Вот здесь вот такие вот вопросы. И сегодня, конечно, мы видим, что этот план, который Витков и помощники этого Путина, они, которые подсунули, грубо говоря, а он, оказывается, не реален, и он не может быть вообще принят за основу даже. Сейчас европейские страны, как мы знаем, почти все европейские страны, ну, за исключением одного, там, вы знаете, из Венгрии, не буду называть ее имя, эти одни только там копошатся, там показывают свою лояльность Путину и все такое. Что происходит дальше? Сейчас, как вот показывают по международным каналам, блогеры, сама Украина и все вот что говорят, речь идет о том, что это нельзя допустить, и этот план сейчас, он пересматривается. И пересматривается, как они сказали, в пользу Украины. Они встретились в Женеве вчера, позавчера, и там все эти вопросы обсуждали, и там были американцы, и были там украинцы. И сейчас, видимо, будет поворотный момент в отношении того, что снова в пользу Украины остальной мир, почти весь, я так думаю, имею в виду демократические страны Европы, они все за Украину, потому что понимают, что нельзя этой империи дать возможность и дальше протягивать свои щупальца и убивать людей, и нельзя ей дать возможность, чтобы она вообще лишила эти народы свободного проживания, мирного проживания на нашей планете. Вот как обстоит дело на данный момент. В общем, детали не будем сейчас обсуждать. Я думаю, что если будут какие-то вопросы, мы на них ответим, потому что информации много. И давай, значит, если есть вопросы, Аслан, давай поговорим. Спасибо, Аят. Друзья, задавайте вопросы, я их зачитаю. Вы можете задать их в ТикТок, в YouTube или на официальной странице в Телеграм Президиума правительства. Давайте, пожалуйста. Пока вопросов нет, Аят, я хотел бы тоже спросить. Вот сейчас говорят о том, что ну, там европейцы доработали, убрали там, по-моему, 2 пункта из этого, отправили России. Россия вроде бы отказалась, сказала, что с европейскими там этими вправками их не интересует и так далее. Это может реально привести к остановке войны, как вы считаете? Вот сейчас вот это, то, что они сейчас... Ну, говорит, что этот остановки войны и решение этой проблемы, на мой взгляд, это будет вопрос, ну, скажем, не одного месяца и не двух, это будет
Это если решится вопрос, и они договорятся, это определенное время, может быть, 3 месяца, может, полгода, а может и год, чтобы вот это как-то, значит, выправить. И все будет зависеть от того, какие условия будут в этом мирном договоре. Мирный договор предполагает равенство интересов обеих стран. Равенство. Если это будет равенство, то это будет, значит, вывод всех российских войск и освобождение всех территорий Украины. А если это будет неравенство, это будет, значит, временное перемирие. Вот так это можно рассматривать. Мирный договор бывает именно такой. Он по своему названию является вот такую вот основу себе закладывает. Сейчас говорить еще рано, но сейчас они говорят, там объявляют о том, что вот это сейчас в пользу нас, там те или те страны, или Испания, Англия, другие все сейчас вот в период зимы дают помощь финансовую Украине. Здесь они эти вопросы поднимают. Это детали, которые сейчас мы видим. Главное, что сейчас направление в том, что вся Европа и что, значит, сама Украина, они все должны применять современное международное право. С этой точки зрения будут разговаривать с Украиной. Я так думаю. Если есть помощь от этих европейских стран, от НАТО, то это будет тоже приветствоваться, как они говорят. Собственно говоря, сейчас информация такая, что в пользу Украины. Но мы знаем с вами, что каждый момент, каждую неделю, так скажем, как-то получается разворот туда-сюда. Будет ли это или нет, но мы видим, что вокруг самого Трампа находятся достаточно здравомыслящие люди, умные люди. Они, видимо, ему, как говорят, ну, не дают ему, как говорится, сойти со ступеньки, на которой находится остальной мир, чтобы это не было и во вред самим Соединенным Штатам Америки. Аслан? Спасибо, Аят, спасибо. Ну, будем тогда наблюдать, Аят, посмотрим, что из этого выйдет. Да, конечно. Будем наблюдать. Аят, если вопросов здесь я не вижу, я бы хотел бы вот посвятить время вот нашей основной теме сегодняшней по поводу 35-летия декларации. Я вижу, наблюдаю такие подвижки. Знаете, история, говорят, повторяется, когда снова повторяется, в виде фарса она повторяется. И новая оппозиция, так называемая, да, мы тогда тоже ошибочно называли оппозицию, они сами себя так именовали, для того, чтобы легитимизировать себя. По факту оппозиция – это внутри государства, которые имеют какую-то определенную программу и не служат интересам иностранного государства, а служат своему народу внутри своего народа, внутри своего государства. И вот эти люди тогда назывались оппозицией, и в начале, когда в 90-м году еще, когда Советский Союз существовал, когда Дока Завгаев был председателем Верховного Совета ЧССР. Верховного Совета ЧССР, да, получается, так это называлось. И он фактически был, ну, героем нашим чеченским, первым чеченцем, который поднялся до таких высот, которые, ну, все хвалились, радовались, и он, в принципе, поддерживал идею независимости, свободы. И вот в самый последний момент, как и потом уже последующий, когда уже, помните, когда 26 ноября, как раз на эту дату, видимо, они тогда приурочили и сделали штурм нашего города, когда Таманскую и Кантемировскую дивизию Евгений Савастьянов, главарь ФСБ Москвы и Московской области, навербовал наемников русских танкистов и сверху посадил вот этих коллаборантов, предателей и просто обманутых людей, которые поверили, что Дудаев – это пророссийский, а они как бы прочеченские. И вот тогда и Завгаев в самом начале, когда Советский Союз разваливался, который тоже выступал за независимость, за свободу чеченского народа, поддержав ГКЧП, фактически саморазоблачился.
так много говорил, так его все любили, все ждали, что вот он много полезного нам сделает для чеченского народа. Но фактически он поддержал коммунистическую партию, и вот получилось то, что получилось. И вот от 30, 26, 25, точнее, ноября, 35 лет назад, проходил вообще национальный съезд чеченского народа. Я бы, с вашего позволения, Аят, я бы вам хотел дать выступление, прослушать Джахара Дудаева. К сожалению, показать я не смогу, но я могу дать его прослушать. Оно не такое Давайте. уж длинное, но очень интересное и такое душеподъемное, скажем так. Давайте тогда послушаем, и потом я бы хотел услышать уже ваше мнение по этому поводу. Хорошо. Дигду. Всё. Джахар вышел. Хази. Слабо, но слышно. Громче можешь сделать? Максимально громко я сделал. Ну хорошо. Подожди. Да, максимально громко. Декларация принята, и я при полном убеждении, что если даже у кого-то появится мысль противиться этому, то это будет потенциальный противник нашего народа. Противнику сейчас хватает. Он видел наперед это все. Но представители народа, делегаты съезда взяли на себя чрезвычайную ответственность. Объявить, оказывается, не так сложно, но есть в народе мудрая поговорка. Кинжал без нужды не виноват, вынул, применяй. Кинжал обнажен. Теперь нам надо подумать, как обустроить суверенное государство. Это чрезвычайно ответственный и сложный процесс. И хотел предостеречь соотечественников, что самый опасный период возможных провокаций, лишение разума отдельных людей, доводящих только кровопролитие, именно наступает сейчас. Для этого есть достаточные силы. Здесь выступающий молодой человек выразил, как опасность хода танков. Танк не опасен. Он виден, под него можно лечь, с гранатами взорвать. Встают, все стоя аплодируют, Аят. Я просто видел. Самолетов и любого оружия. Семиэтажные здания, которые стоят на следующей улице, если даже в каждом кабинете из них сидит один человек, можно себе представить, какие силы для этой республики. Он про КГБ говорит, да? Аят? Нет такого потенциала, даже по зданию, наверное, еще и вниз, в земле пару этажей. Здание КГБ 7 этажей вверх и 2 вниз, он говорит. Как бы не было тяжело признать и взять на себя такую ответственность, пока в суверенной республике не будут свои силы защиты, выраженные в безопасности республики, Министерство внутренних дел, выраженные в мобилизационной готовности, создание собственных формирований, суверенной республики на нынешнем этапе не быть. Это подтверждает ход событий, развернувшейся борьбы во всех регионах. И как здесь было сказано, теперь надо действовать и помощи извне не ждать.
Если мы предъявляем счет, мое личное убеждение, что надо ближе держаться России, где парламент передовой, где дееспособные силы демократии и задающий генератор перестройки. Союзному ведомству предъявить все счета, о которых мы говорим, по ущербу, который понес наш малый, бедный народ на этой земле. Благополучие, которое сейчас относительно имеется в республике по сравнению с другими регионами, обеспечено, наверное, прежде всего гибкостью руководства, которому надо отдать должное, и не меньше мудрости народа. Красивая земля, один из самых благодатных уголков, всегда природа рождает красивых людей. Душой, телом, духом, волей, характером, всеми природными положительными качествами. Когда много говорят, я попросил соотечественников не обращаться к славе прошлого. О них, об этой славе сказано лучшими людьми России и всех стран мира. Когда мы сами об этом много говорим, это значит, духовный потенциал нынешнего поколения иссяк. Считалось бы, значит, у меня есть много предложений, которые, если заинтересует оргкомитет, и при полном убеждении, если до сих пор были сомнения в возможности удержать демократию, создание правового государства, то молодые люди из состава оргкомитета, которые сумели в легчайших условиях собрать съезд народа при высшей организации относительно нашего времени, то потенциал молодежи есть, силы есть. Остальные предложения по парламенту, если их заинтересует руководство и оргкомитет, я передам письменно. Спасибо за внимание. Удачи и вперед. И все будет Ичкерия. Да, Ая, вы один из тех, кто организовывали этот съезд. Вы знаете все детали, вы знали всех людей, вы непосредственно участник, свидетель тех событий. Сейчас очень много вбросов идет, уже такие старые номенклатурные кадры снова поднимаются, которые когда-то были запечатаны в истории. Мне, как рядовому гражданину, известны эти фамилии, как предатели, изменники, которые те, кто виновны в развязывании первой русско-чеченской широкомасштабной войны, да и вообще полностью, которые стояли на том, чтобы нас подвести под Россию и не дать нам получить свободу и независимость, чтобы мы спокойно построили свое государство. Сейчас говорят, и знаете, это с одной стороны, это хорошая новость, потому что если бы это было бы незначительно и несерьезно, после 20-35 лет, после того, как они совершили геноцид, убили почти всех носителей информации, свидетелей и так далее, там провели какие-то псевдореферендумы, выборы и там и остальное. Ну, мы бы, например, вот наша Ичкерия не вспоминала бы этих людей через 35 лет, мы бы забыли бы, как их зовут, кто они такие. Но они помнят, пытаются опять доказать, и это говорит о том, что у них не все так безоблачно, как они хотят представить. Пожалуйста, расскажите нам вот про эту ситуацию, это как свидетель и очевидец тех событий. Паркал. Да, съезд состоялся с 23 числа по 25 ноября 1990 года. И на этом съезде были около 1000 человек. Есть список даже в книге. Около 1000 человек. Они были приглашены со всего мира, начиная от Америки, Европы, Средней Азии и Ближнего Востока. Приехали с разных стран чеченцы. И это был съезд людей, которые были выборщики. То есть от каждого 1000 человек один выборщик. Вот так.
а у нас по-чеченски векелет. И эти люди прибыли к нам в республику, которые были за пределами, и проводили вот этот съезд. На нем был и генерал Жахар Дудаев. Он тоже был один из тех, кого пригласили. И поэтому то, что он сейчас сказал, это он сказал на заключительный день, 23, 24, 25. Он там присутствовал. И вот в конце этого съезда, как раз-таки в завершающей стадии, ему было дано слово, и он сказал эти слова. То есть он сказал, что если вот съезд принят решение о государственном суверенитете, о создании своего государства или воссоздании, что это создать, объявить это просто, а вот сохранить это государство, защитить его, это сложно, тем более, что против этого здесь вот рядом находится здание КГБ через улицу, где 7 этажей выше, и, наверное, в подвале 2 этажа, он говорит. Если в каждом кабинете сидит один человек, представь себе. Даже в союзную республику нет вот таких вот мощных агентурных, там, ФСБшных зданий. Вот имел отсюда это. Съезд прошел, и на съезде была принята декларация общенационального съезда чеченского народа. Фактически это был традиционный референдум чеченского народа. Наш народ веками именно вот так вот все вопросы решались Мехкелом. Мехкел – это съезд нашего народа, и туда тоже все представители наших, от каждого какого-то количества людей или от тейпов, или от каких-нибудь других количеств посылали туда людей. И этот орган Мехкел работал, собственно говоря, это было решение, принятое Мехкелом, считалось окончательным, и оно должно было быть выполнено всеми чеченцами. Такая традиция была, и у нас оставалась всегда, и это наше, это демократический принцип от решения всех проблем. У нас, как вы знаете, не было никогда ни князей, ни царей, ни рабов. Мы были свободное общество всегда, чеченцы, в отличие от некоторых других народов. Практически не было таких народов, которые бы были вот так вот, как и наш народ. Может быть, были какие-то, но я не знаю, я за наш народ, надо сказать. И вот такой ситуации была, значит, принята эта декларация. Как эта декларация, как мы проводили этот съезд? До начала этого съезда примерно за год, я точно помню сейчас, не знаю, но по крайней мере около года велась вот очень такая напряженная работа. Этот оргкомитет, который проводил съезд, это было решение, скажем, Верховного Совета нашей власти, которая тогда действовала. Это был не Завгаев, вот его они там решили на Совет, и туда они назначили 2 людей, там, Амина Асмаева и Умхаева Лечу, которые должны были это организовать. То есть штаб находился там, рядом, вот, где у нас в Октябрьском районе, где автобусная станция была, там трест РМЗ находился. В этом двухэтажном здании проходили вот эти все заседания, я там много раз бывал, и там вот везде рассылались, по всему миру нашим людям рассылались приглашения, чтобы они вот таким образом, значит, приняв там решение, своих выборщиков прислали на общенациональный съезд чеченского народа. В республике, допустим, я знаю, что в республике, потому что я сам был организатор этих вот представителей, выборщиков, вот, допустим, где я жил, в Старопромысловском районе Грозного, там в школе номер 49 мы тоже проводили эти, значит, скажем, выборщиков, избирали на собраниях. И этим занималась власть, именно действующая власть этим занималась.
члены Верховного Совета и Завгаевская депутаты власть. Верховного Совета, они это были зачинщики проведения этого съезда. Без них это было бы невозможно, мы могли собрать только людей, которые были у нас, скажем, в республике, может быть. Если бы власть препятствовала, то тоже это было бы трудно. Но сами члены Верховного Совета республики показать, что эта власть была, все депутаты почти принимали участие в этом общенациональном съезде чеченского народа. И на этом съезде выступал этот Дока Завгаев. Завгаев, который был тогда главой как бы нашей республики. И говорил там, выступление было. И многие там выступали. В конечном итоге была принята декларация о том, что мы, значит, заявляем о создании нашего государства. И потом было признано специальное там постановление, решение, длинное решение, где все это раскладывалось. Основной посыл этой декларации все было о том, что мы создаем рамку современного международного права, свое государство, оно будет, значит, демократичным, оно будет, значит, справедливым, и каждый человек в этой стране будет нормально иметь условия для жизни, независимо от национальности, веры, исповедания, расы и все такое. То есть это есть у нас, это есть и декларация была принята. Здесь разные люди по-разному к этому относятся, говорят, вот почему вы должны были, мол, провести референдум, как вот того требует там мир остальное. Это дело в том, что чеченский народ – это народ, который был оккупирован и захвачен, колонизирован еще в 860 году. Это колонизация, и поэтому мы освобождались из колониальной зависимости. Еще в 18 году они снова там напали, снова захватили наши территории, и тогда у нас была еще своя страна, ну, скажем, тогда Горская республика. И вот в этой ситуации, когда нам говорят, вот вы должны были провести референдум, это все никак не вяжется с тем, что референдум проводить, который требует, чтобы этот референдум должен проводить, если проводить там, допустим, проведут референдум по всей России или по всей Союзу, выпустить это или нет. Это не подходит. Но вопрос даже не в этом. Свою позицию заявил тогда чеченский народ, декларацию принял. И более того, я хочу сказать другую вещь. Люди, которые организовывали этот съезд и проводили, и приняли декларации, хорошо понимали, что из Советского Союза, в котором мы находились, выйти мы не могли с точки зрения международного права. Мы могли принимать все решения, свои позиции, строить внутри этого государства, СССР, строить какие-то, значит, свои структуры власти, но выйти из него с точки зрения международного права мы не имели права. То есть нет такого. То есть если ты выходишь из какого-то государства, то это государство, власть этого государства должно дать тебе разрешение. Вот, к примеру, как Советский Союз дал разрешение выйти из Советского Союза Балтийским 3 республикам. А всем остальным, скажем, Грузии, там, Украине, Молдове, нам никто не давал, хотя мы заявляли, никто не давал нам разрешение. Поэтому этот принцип, он окончательный, это есть в международном праве. Там сказано, что право народа на самоопределение – это не есть односторонний акт. Речь идет о том, что вы можете все, что угодно принимать, и даже там каких только условий нету. Но самое главное, если сама власть этой страны это не позволяет, то это не будет никакой в этом смысле и реальная, значит, самостоятельность не будет. Вы будете зависимы. Так что вот так вот было принято это решение. И дело тогда было в том, что как раз-таки Советский Союз, который в те года, скажем, при Брежневе, конце его
скажем, скончания, так, и других этих генеральных. Ситуация была такая, что Советский Союз – это была империя, которая фактически занималась тем, что делала все для того, чтобы захватить остальной мир. У них гимн был: мы новый мир построим, мы там всех захватим, и все это у них и гимн был. Но в то же время дело дошло до того, еще к тому моменту, до прихода к власти Горбачева, дело дошло до того, что в Советском Союзе не было продуктов питания, люди чуть ли не голодали, приходилось по всем городам, даже посмотрите сейчас в интернете, какие очередя стояли. Не было даже хлеба какое-то время, по карточкам хлеб могли только купить. То есть вот такая ситуация была, и казалось, как это, такая огромная страна, которая имеет столько возможностей экономических и все такое, и нет этого. Это было связано с тем, что в этой стране не было, скажем, возможности народу трудиться, создавать свои предприятия подсобные или создавать какие-нибудь кооперативы. Все это было запрещено, все работали на войну практически. Все работали на войну, это была, значит, милитаризованная система, которую они устроили. Они всех хватали, сажали, значит, в ГУЛАГи, они бесплатно там работали на них, или водоканалы строили многих километров, десятками, тысячами километров, и там гибли люди. То есть это была страна, которая не считалась ни с людьми, ни с их жизнью, не с теми, кто победил во Второй мировой войне, к примеру, пришли, вернулись, все эти герои, они были все вывезены куда-то в какое-то отдельное, на необитаемые места или острова, и там уничтожались, или они сами умирали. Вот такое было отношение. Одна партия была, и она не смогла тогда выдержать эту ситуацию. И вот эти все генеральные секретари, который последний был у нас этот... Кто у нас был последний? Горбачев. Нет, до Горбачева у нас был этот... Андропов. Да, Андропов был, да, Андропов, не тот. Андропов был последний, и после этого стал Горбачев. И вот Горбачев, поняв, что ситуация такая тяжелая, я свое мнение говорю, мнение тех людей, которых я знал тогда и сейчас, поняв, что ситуация такая, понял, что и сказал, что нужно переходить на рельсы того, чтобы привлечь население страны, чтобы оно само трудилось, само создавало какие-то мелкие предприятия, налог платило, скажем, в бюджет этой страны, чтобы сами эти люди начали как-то развиваться вот на эту сторону, и чтобы дать свободу, скажем, личности. То есть вот этот его лозунг «перестройка, гласность и демократия», как раз это был тот лозунг, который давал возможность в этой стране, значит, создать условия для того, чтобы в этой стране было и, скажем, и питание, и одежда, и разные другие, скажем, продукты или изделия, которые могли быть, и развитие науки, культуры. Все в этом заключалось, и равенство здесь заключалось, и тех народов, и равенство, и свобода личности. А свобода личности особенно. Если свобода личности будет, и он имеет право получать информацию, имеет право передавать, и еще это значит, что человек не может быть преследуем по политическим мотивам. То есть человек может голосовать, свободно голосовать и избирать власть. Тогда, если в этой стране будут голосовать за президента или за другую власть, тогда будут настоящие выборы. Вот именно на этот, скажем, курс стал Горбачев тогда. Как бы оно все это получилось, как бы это можно было реализовать, другое дело. Дело в том, что это было очень трудное время, потому что были и сопротивляющиеся. И вот когда договорились, что проведем в марте 91 года еще референдум, но я должен вернуться назад и сказать, что в апреле 90-го года
после того, как были, собственно говоря, освобождены все социалистические государства, я имею в виду все соцлагерь, и там военный блок Варшавский был, значит, распущен, и вот эти страны все, Польша, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Болгария, вот эти все страны, которые были как бы блоком, да, они все получили там свободу, в общем, относительно, так? Они стали свои там политики проводить. Тогда в апреле 90-го года Горбачев инициировал, и Верховный Совет СССР инициировали, значит, принятие, в соответствии с этим лозунгом, который они сказали, принятие решения о том, что все республики Советского Союза должны быть, значит, одного статуса. То есть 20 автономных республик получили право быть Союза. на уровне союзов республик. Мгм. Это было принято 3 закона 3, 10, 26 апреля 90-го года. Эти законы есть, и в них там сказано, там, где было сказано раньше автономные, значит, название там они изменили на союзные республики автономные, так? И это было не случайно. Дело в том, что Советский Союз 22 года создавали 4 республики. Россия, Беларусь, Украина и Южная Республика, Закавказская. Вот эти все 3 республики, Армения, Грузия, Азербайджан, как одна республика, участвовала и была создана, это Советский Союз был создан. Затем начали больше, Советский Союз в ходе там процессе жизни начал добавлять туда другие республики, они стали потом 5, 10, 12, потом 11, одну республику сделали союзно, потом они снова ее, вот, Северную республику, Коми, кажется, снова сделали автономно. И теперь я хочу сказать, что этот процесс был такой, что это дело от союзное или автономное, это вопрос, это было дело рук власти центральной. И теперь в апреле 90-го года они вот такой вот приняли закон, и это были законы, 3 закона, которые были подписаны высшей властью. То есть с этого момента все автономные республики, которые были союзом, то есть с этого момента на территории Советского Союза было не 15 союзных республик, а 35, потому что 20 еще добавилось. Теперь вопрос стоял только лишь в том, чтобы эти республики уже смогли сформироваться. Они должны были сформироваться, и в каком плане? Значит, принять герб, гимн, избрать власть в своей республике, так? Принять, значит, другие структуры власти, там, все, что надо для независимой, суверенной республики, собственно говоря. Но дело в том, что не все это, конечно, сделали, и, значит, процесс, который пошел дальше, они должны были его, значит, реализовать. Не все автономные республики это сделали. В этом наиболее активна была наша Чеченская республика, ЧССР тогда, так? Это Татарстан, Башкирия и, кажется, Якутия еще, по-моему, она. Вот эти были наиболее активны, и другие некоторые республики, которые были произведены в союзные, тоже какие-то действия делали. Но я просто говорю то, что я помню сейчас, надо посмотреть точно. Но в целом они все имели, и все они потом начали проводить, значит, принимать декларации. И в Советский Союз это, и Россия называет это парад суверенитетов. Они принимали эти декларации, и потом этот парад суверенитетов, он у многих закончился только просто заявлением о том. А вот эти республики, наша республика, тоже вот такие вещи приняла, вот декларация, которую я говорю, это, которую провел Общенациональный съезд чеченского народа, так? А потом через день, 27 числа, значит, Верховный Совет, действующая власть нашей республики, она приняла тоже свою декларацию, и эта декларация практически повторяла все, что было сказано
вот в этой нашей декларации общенационального священства народа. Более того, там даже у них было записано, что в случае чего, вот если будут переформатироваться, речь шла о переформатировании власти в Советском Союзе, вместо Союза Советских Социалистических Республик, теперь вот должна была по задумке быть Союз Советских Суверенных Республик. Надо сказать, что вот в этом направлении и была вот эта вся задумка, вот так. И наша республика тогда, в те вот, когда приняла, вот наш Верховный Совет тоже принял вот такую декларацию, так, и потом сказано было, что августе, 19 августа 1991 года должен был быть подписан новый союзный договор этих республик. То есть их теперь стало 35. Но я хочу отметить, что 3 республики балтийские признала власть СССР, и они вышли из Советского Союза и стали независимыми государствами. Так? Осталось 32. Об этом умалчивают враги, скажем, этих народов, свободных народов, и сама российская власть, они умалчивают, они прячут эти составляющие, они не хотят об этом говорить. И что получилось? Осталось 32 республики, и в марте должен был пройти съезд, то есть референдум о том, чтобы сохранить вот эту территорию Советского Союза, чтобы территория Советского Союза, она не распалась. Вот так вот было. Я тогда помню, даже наша власть, тоже, которая тогда была, она участвовала, и мы там тогда не хотели в этом участие принимать, в этом, скажем, референдуме. Но были там такие намеки, так? И главное другое, что когда все же 19 августа, когда должны были подписать в этот союз договор, в это время Горбачев оказался на неделю, как бы уехал отдыхать в Форос на море, так, на свою дачу там. И в это время совершили государственный переворот, захватили власть в Советском Союзе, вот это все окружение, которое было вокруг Горбачева. Они его объявили недееспособным, больным и все такое. Я это рассказываю, потому что, наверное, будет интересно людям знать это, так? Да, это важно. Не выпускали его. И они объявили, что все, что там Горбачев говорил, это все мы отменяем, этого не будет. А Горбачев, когда он пришел к власти, он что сделал? Он, значит, начал потихоньку давать свободу. Начали создаваться разные предприятия, разные, значит, мелкие, большие колхозов, совхозов или где-то в городах. И люди начали по чуть-чуть зарабатывать, и получилось, что как-то ситуация начала меняться. И когда они выступили вот с таким вот протестом против власти Горбачева, то со всего Советского Союза в Москву стали съезжаться люди, ну и сами москвичи вышли, начали протестовать. И вот 19, 20, 21 вот это путч так называемый, да, там в этом путче люди даже по танки ложились, и этот путчисты проиграли, в принципе проиграли. И они проиграли, и видно было, что, значит, двое из них самоубийство, сами себя пристрелили, другие были арестованы. В общем, вот такая ситуация пошла. И вот туда, для того, чтобы решить этот вопрос и подписать этот новый союз-договор, уехала делегация нашего Верховного Совета Чечено-Ингушетии во главе с Завгаевым. Я хочу детально вам сказать. И когда они уехали туда, они перешли на сторону этих ГГЧПистов. Представляете? Когда это узнали у нас в республике, вообще вся республика чуть ли не взорвалась. Все были возмущены. То есть они предали этот наш Верховный Совет Завгаев вместе, они предали. Разоблачились.
декларацию Верховного Совета, свою декларацию, и съезда, декларацию Общенационального съезда чеченского народа. И тогда было такое движение сильное, что люди выходили, я помню, даже в районе Минутка, значит, настолько было требование, движение, все, митинги, протесты против этой власти, которая предала решение народа и даже решений своих. И они вот там сидела какая-то женщина и какой-то старый человек сидели в районе Минутки, и депутаты этого парламента, Верховного Совета, которые были против этого решения, которое приняли, поехал туда Завгай и его команда, да, они тогда туда приходили и свои удостоверения депутатов туда их в мешочек складывали. Я сейчас не помню, но где-то около полусотни и больше, там больше 50-70 депутатов сложили свои полномочия, отдав свои удостоверения. Вот такое было напряжение у нас. И, естественно, когда оттуда, это Завгаев, они приехали, этот вопрос поднялся сильно, все движение, все это оказалось, они должны были защищать декларацию Общенационального съезда, которые сами тоже инициировали, так? И свою декларацию Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики. Они предали ее, и поэтому Верховный Совет оказался в ситуации, что его уже начали, они собрались и начали там говорить, что убрать Завгая, убрать этот Верховный Совет. И вот такая пошла вот ситуация. Конечно, исполком ОКЧН, который был избран Общенациональным съездом, они тоже выступили против этого и требовали, чтобы они ушли в отставку и немедленно, чтобы убрались, потому что они предали решение чеченского народа и даже свое решение, свою декларацию. Да. Вот так получилось, и таким образом именно власть, значит, Чечено-Ингушской Республики, она была, значит, собственно, свергнута. Они сами объявили 6 сентября 1991 года, они сами объявили, что они уходят. Они сами заявили и ушли. Теперь они придумывают какие-то другие решения. Нет, это не так было. На нас нападали, нам это делали. Никто на них не нападал. Митинги были все республики. И эта власть уже была неприемлема совершенно. Хотя вначале, когда Завгаев, вот он чеченец, его избрали, скажем, председатель Верховного Совета, и такой весь народ радовался, так? И даже когда, я помню, этот президент, то есть этот, который выступал, вот, генерал Жахар Дудаев, он, значит, там говорил такие вещи, что с ними встречался, я в курсе дела, и говорил им, этим руководителю республики, что нужно избрать, мол, президента, он уже как, говорит, надо избрать президента, и что если из них там Завгаев или другой станет президентом, что он будет им помогать, что исполком ОКЧН будет помогать, давайте, значит, мы, раз такие решения приняты, будем дальше действовать вместе. Но эти люди, которым он говорил, что он хочет им помогать, все, они что? Они взяли и предали этот народ чеченский. Они перешли на сторону путчистов, то есть на сторону той власти, которая была до того момента, как Горбачев объявил, которая привела к тупику вообще в Советском Союзе. То есть все вернуться на круги своя назад. Вот такое было мнение, и тогда Общенациональный съезд чеченского народа, который состоялся, скажем, в эти дни, 23 по 25 года, были приняты решения. Потом, значит, было еще 2 раунда, скажем, этапа этого съезда. И 27 октября 1991 года, будучи в составе Совета Союза, тогда еще, мы провели выборы президента, парламента, избрали, значит, органы местного самоуправления,
У нас был герб, гимн независимого государства. У нас было, значит, принято еще, значит, органы местного самоуправления, действовало правительство, была территория. То есть все было как у независимого государства у нас. Но мы выйти из этой страны тоже не могли. И вопрос в том, что мы это сделали для того, чтобы наш статус был выше, и вдруг после этого в 91 году, в декабре месяце, эти люди, которые сидели во власти, скажем, там, в Москве, Ельцин и его окружение из других республик, 3, вы знаете, Белоруссии и Украина, они объявили, что они распускают Советский Союз. Знаете, они на своих верховных там властях, разных парламентах приняли решение о том, что денонсируем этот акт, который в 22 году. То есть отменяем. Больше нет Советского Союза. И вот в такой ситуации мы оказались. Мы и те республики, которые были в Советском Союзе уже 32, а бывшие автономные, которые стали союзными, они могли в это время активно начать работать по созданию своей власти. Вместо этого там на этих должностях все еще сидели вот эти люди, которые были назначены коммунистической партией тогда. И вот с ними, сговорившись после развала Советского Союза, глава РСФСР тогда, РСФСР был, в составе РСФСР они уже вышли, и поэтому с этими республиками Ельцин договорился 31 марта 1992 года, подписал с ними так называемый федеративный договор и создали нынешнюю Российскую Федерацию России. То есть создание этой России было не демократичным, не правовое линия. Они сделали его таким вот, как будто бы, значит, существует, и как будто бы это было сделано, скажем, властью настоящей этих народов. Там власть не была избрана во всех. Такая власть была избрана и издана у нас в Чеченской Республике, Чечено-Ингушской Республике, и мы после выхода из состава, вот так, развала СССР, находясь в международном правовом поле, мы приняли еще 12 марта 1992 года, приняли Конституцию своего государства уже как суверенного и независимого демократического правового государства. Это было 12 марта. А 13 марта нашу республику признала и Грузия, член Организации Объединенных Наций, президент и их Верховный Совет. Вот такой был процесс весь этот, что я могу сказать по этому, скажем, вопросу. Спасибо. Спасибо, Аят. И получается, Аят, в ноябре, 25 ноября принимается вот эта декларация. Оттуда идет фактически отчет нашей государственности. Потом происходит развал Советского Союза. И в 1994 году, именно к 4-й годовщине вот принятия этой декларации, когда мы, наш народ, наши представители от нашего народа провели фактически референдум, о котором так Россия много говорит, и выбрали путь на независимость, они совершают нападение на нас 26-го, уже 3-ю военную агрессию они против нас совершают при помощи того же самого Савастьянова и Кантемировской и Таманской дивизии, используя предателей, используя обманутых людей, которые тоже верили, что Дудаев тоже советский генерал, он там хочет нас присоединить к России там, и так далее, и так далее. И тогда всем стало ясно, когда увидели, кто стоит за этой так называемой оппозицией. Еще раз, это не оппозиция, это предатели, это враги. Не то, что даже враги, это хуже врагов, предатели. Кто оппозиция? Кого ты имеешь? А те, которые были против нашей власти, кто были предатели, не то что предатели, они выступали как оппозиция, ты прав здесь, так?
Но они говорили, что это незаконно сделано. Как? Да. Ну как Они не незаконно? говорили, что они за Россию. Они говорили, что незаконно, что мы тоже за независимость, за Да, свободу. да. Просто Дудаев плохой, там коррупция, он за Россию, мы не за Россию. А потом, когда задержаны танкисты из Таманской и Кантемировской дивизии, тогда всему народу стало ясно, что все-таки Дудаев говорит правду, а эти Да, говорят да. неправду. И то же самое происходит на 11, буквально через 2 недели после 26 ноября, когда мы их разбили, они уже широкомасштабно на годовщину своей незаконной вот этой конституции, на 11 декабря, 12 декабря они вписали нашу страну в свою конституцию, они уже широкомасштабно вторглись уже 4-ю агрессию против нас, Да, или первая русско-чеченская известная, которая первая да, да. и первая широкомасштабная русско-чеченская война происходит. Да, спасибо, Аят, это очень интересно. Друзья, задайте вопросы, если есть свидетели этих событий, молодежь, которым это интересно. У нас есть уникальная возможность у свидетеля, у очевидца непосредственно задать вопросы, узнать, как все это происходило. Да. Есть вопросы, да? Пока вопросов нет, Аят. Вот, Аят, смотрите, сейчас повторяется такая же ситуация. Сейчас то же самое люди, как и Заугаев, теперь у них чуть-чуть по-другому фамилия звучит, но тоже Наза начинается. И они тоже обманывают людей, говорят, что они за свободную Ичкерию, за свободную чеченцев, они не за Россию. Но фактически делают то же самое, что делали тогда заугаевцы, автурхановцы, бугаевцы там, и разные другие вот эти люди. Как вы считаете, вот приведет ли это к такой же эскалации, как тогда это привела, и Россия, чтобы повторно вела войска и снова начала вот эту крупномасштабную войну против нас? Уже, наверное, 6-я агрессия тогда это получится. Не, считать-то мы можем, на самом деле. Вопрос в том, что дальше было. Ты сейчас, значит, я не стал дальше говорить, ты правильно говоришь, это все. Дело в том, что после этого, когда мы начали вести переговоры с остальным миром, первое признала нас Грузия, потом мы, конечно, естественно, обратились к России, Российская Федерация России, которая, да, чтобы они нас признали. У нас были много раз с ними переговоры, они были в Сочи, Туапсе, потом в Москве, наша делегация туда-сюда ездили. А они, когда разваливал Советский Союз, вот эти вот деятели, ну, особенно вот этот Ельцин, который сегодня вот и существует, они там говорили, давайте разойдем, чтобы затем сойтись. И главное у них был этот вопрос вот в чем. Дело в том, что Белоруссия и Украина на это не претендовали, чтобы вот это, что они говорят, разойтись, чтобы сойтись. Они хотели освободиться, а этот план такой строил. И потом, когда мы с ними встречались, и я вот ездил тоже с делегацией туда, даже дважды, и они говорят, давайте вот что сделаем. Вот давайте восстановим Советский Союз. У них это вот Зюганов, Жириновский, там еще этот Явлинский, правда, не Явлинский, его заместителя, мы встречались там. Потом говорили по их телевидению, там доказывали нашу правоту, обосновывали. Они не хотели нас слушать. И давайте, говорят, мол, восстановим назад Советский Союз. Вы, мол, чеченцы, вы впереди будете, как бы паровозы. Давайте это делать. Они вообще потеряли. Там сидели, я хочу сказать, там сидели те же имперцы, те же коммунисты, те вот занудлые и протухшие этой идеей люди. Они только этого и хотели. Мы, конечно, не соглашались с ними в этом вопросе, так? И тогда, когда у нас была инаугурация президента 8 ноября, они нам закинули свой десант самолетами. Но мы их всех захватили, арестовали, разоружили их, потом отдали. Мы отдавали их почему? Потому что мы хотели мирно разрешить вопрос, войны не хотели.
Потом они, как ты говоришь, второй раз полезли, когда они осетино-ингушский конфликт там подняли, о котором мы тогда, Завгая, они принимали декларацию, которую писали, что не будем подписывать договор новый, обновленный, если не дадите ингушам территории там, которые пригорода район, там часть Да-да. Орджоникидзе и Волгобек. Да-да. И вот здесь начало получаться так, что мы как бы там сейчас не пытались там все это сделать, ситуация раскручивалась таким образом, что нам приходилось здесь думать, как же быть, почему они нас нападают. Я говорю, тогда в Ингушетии они разбомбились, просто на танках зашли, и всех ингушей, кто было, всех изгнали, их оттуда, поубивали. Да? Это второе. Третий, вот, который ты говоришь, 26-го. И четвертый, четвертая агрессия, в смысле, это было все агрессии против нашего народа, и каждый раз они в этих агрессиях нам проигрывали. То ли военным путем, то ли политическим путем. И это, когда они пришли 26-го, они вообще были разгромлены полностью. Захвачены были все. Там сидели капитаны, майоры в их этих танках, БТРах. И потом мы их снова отдавали. Мы четырежды отдавали их, и ради того, чтобы не воевать, чтобы мирно жить. И мы просили, собственно говоря, этих матерей, которым мы отдавали им, чтобы они довели это до своей власти, там, вместе, говорите, мы хотим мира с вами. Нет, они потом, значит, в четвертый раз они уже сделали полномасштабную агрессию. Полномасштабную агрессию, вторглись на нашу территорию, начали убивать наших людей. И по данным их газет, и секретных, там до 500 000 человек военных было их на нашей территории. Это не наши данные, их данные, понимаете? Вот в чем дело. И нам пришлось тогда в этой ситуации быть настолько, значит, как говорится, свобода или смерть, как говорится. И в четвертый раз Россия с такой армией потерпела поражение. Вот многие говорят, сколько там было человек, получается, что 800 человек было. Но я хочу сказать тем, кто это говорит, конечно, они там считали, сколько было, сколько входило в Грозный тогда. Но дело в том, что в самом Грозном внутри было тоже, внутри сидели, и все люди поднялись, все, которые были с оружием в руках, и было все, значит, захвачено, и все их там, скажем, места пребывания российских войск, они прятались, отдавали всех наших пленных, просили, мол, все, давайте решим этот вопрос мирно, отпустите нас. И они прислали своего гонца Лебедя, секретаря Совета Безопасности, и тогда 31 августа подписывали вот этот соглашение. Хотя с этими соглашениями есть и, скажем, такие прорехи, которые нам невыгодны, так? Но все равно вопрос не о нем был, а вопрос был о том, что надо вывести российские войска. Молча об этом ничего не говоря в этих документах, которые были подписаны фактически. Они какие-то другие документы там формировали, писали, но это были все документы, которые были подписаны не уполномоченным на то люди, не начальник штаба вооруженных сил с нашей стороны Масхадов, не этот Лебедь, который Совет Безопасности делал, который был личность неконституционная, так? Они не могли, вот эти вот документы, которые они подписали, они не могли, не имели силы в этом смысле, потому что они не были подтверждены ни президентом нашим, ни парламентом, а я был в то время председателем парламента, я это хорошо знаю, и Россия этого не хотела. Россия, она не хотела по какой причине? Потому что Лебедь тогда претендовал на место Ельцина в президенты. И они боялись, что он станет, ну, скажем, президентом, что ему будет какой-то авторитет, вроде там остановил войну, такое, мол, подписал. Но документ, который они приняли, мы не могли его принять, хотя все об этом говорили. Да, нормально, все мы сделали. Но это было не так. Дело в том, что
мы не были настолько, скажем, в этой политической борьбе, которая велась на всем мире. Сейчас мы относительно что-то знаем, да, и мы не были настолько разборчивы и совершали иногда ошибки. Но некоторые случаи были не ошибки, а были намеренно тоже и с нашей стороны. Поэтому вот так вот получилось, и мы, значит, знали их, и потом мы на нашей территории уже продолжали, значит, строить свое общество или там свое государство, и вдруг обнаружили, что все эти подписанные при наблюдении международного сообщества, ОБСЕ 57 государств, и Россия, там наблюдатели чуть ли не из 200 стран, все подтвердили, что выборы, которые очередные были у нас сделаны, так, совершились, что они были законные и не имели никаких претензий, в принципе, так. И после этого даже Ельцин поздравил нашу власть с избранием, но они заблокировали всю нашу республику, у них лицемерие такое, и ничего не впускали, и не давали нам, и у нас ситуация была такая тяжелая, и они там провоцировали своих агентов, религиозных или нерелигиозных, которые бы противодействовали внутри нашей республики. Эта ситуация была настолько именно с подачи Кремля и их сателлитов, которые находятся в руководстве, скажем, исламских государств. Там исламские государства, но власти там не исламские, не религиозные совершенно. Они единомышленники этих имперцев, собственно говоря. И потом у нас настолько было все это, после этих 4 вот этих вот войн, нам было тяжело, и нам пришлось уйти в подполье, партизанскую войну, но сопротивление продолжается до сих пор, и доказательством есть то, что вот сейчас даже наша республика как оккупирована, признана Украиной в 22 году. В общем, вот такая ситуация происходила. Еще более я хочу еще добавить одну вещь, что только вот в Советском Союзе, ну, в основном, может быть, в какой-то другой стране, я не знаю, по-моему, нет нигде, в Советском Союзе были государства, не члены Организации Объединенных Наций. Там членом Организации Объединенных Наций была Белоруссия и Украина со стороны, скажем, Советского и сам Советский Союз, так? А остальные все республики, это были государства, фактически это были государства со своей конституцией, гербами, со всеми, ну, скажем, атрибутами независимого государства. Поэтому, когда их статус поднялся, они должны были измениться, собственно говоря, это были государства, они имели право на создание своего суверенного государства. Только вот Чеченская республика, тогда это удалось сделать, потому что наш общенациональный съезд избрал исполком, который следил строго за тем, что происходит, а в других республиках Москве удалось решить вопрос таким образом, подавить там давлением, так вот, я имею в виду Ельцину. И потом он ездил и говорил, давайте, мол, берите столько суверенитета, сколько вам надо. А в то же время он препятствовал этим республикам, чтобы они избрали свои власти в новых условиях, так, чтобы они могли, значит, выдвинуть свое решение, как они дальше будут жить. То есть они могли стать независимым государством, вот как мы, они могли войти в состав другого государства, они могли, значит, создать конфедерацию. Так вот, они под предлогом того, что они создают конфедерацию, да, вот Российскую Федерацию они объявили, и такой хитрый прием сделали, и незаконно создали вот эту Российскую Федерацию, Россию, которую потом они снова сами там, Верховный Совет расстреляли, ну и все остальное, что мы с тобой говорили. Видимо, вот эти вот вещи, которые я сейчас говорю, они будут полезно знать тоже, я просто вспоминаю это, рассказывал. Аслан. Да, спасибо, Аят. Да, это очень важно, очень, очень важно.
Никто об этом не рассказывает, это все пытаются скрыть, вы рассказываете просто Да-да, самое это они главное. скрывают, да, они Да, это говорят. То есть наше да. суверенное государство, которое нами создано, и оно было, значит, объектом нападения со стороны нынешней власти России, и они это делали под предлогом того, что здесь, чтобы сойтись, они организовали военную экспансию. Они эту экспансию сейчас вот начали на нашу республику, напали они, потом Мгм. они напали на Грузию, ранее нападали, значит, на Молдову, Украину в 2014 году и сегодня продолжают. То есть этот процесс продолжается. То есть процесс экспансии, военной экспансии по захвату этих территорий бывшего Советского Союза, восстановление империи идет сегодня и в Украине. Это этот процесс. И мы не должны это забывать. Поэтому наши воины, добровольцы сегодня воюют и в Украине, и пытается там вот помочь украинскому народу, понимая, что если вместе мы не решим этот вопрос, то в итоге мы все попадем под лапу этой империи. Аслан? Мгм. Спасибо, Аят. А, м, Давайте, есть вопросы? Спасибо. Друзья, задавайте вопросы. Если есть вопросы, давайте я их зачитаю с удовольствием. Нет Так, вопросов? Ладно. нет вопросов, пока не вижу. Я А, здесь что-то не вижу здесь. В Телеграм вы имеете в виду или в YouTube? Ну, разницы нет, где у тебя там есть, я-то туда не заглядываю. Ну, Здесь я там. да, YouTube, они тут просто общаемся, нету больше. Да, да, нету. Да. Ну, если нету, что ж делать? Тогда мы можем здесь говорить и дальше, можем и не говорить. Мгм. Ну, у нас еще, раз уже мы больше часа делаем, давайте, как обычно, 1,5 часа сделаем, 15 минут. Давай, давай, Мне, если есть вопросы, продолжим. Сегодня как бы знаковая такая ситуация. мгм. Давай поговорим о том, что происходит сейчас вот на Западе среди наших людей, которые здесь так или иначе вот живут, что мы должны здесь делать, как здесь нам жить на Западе, насколько обоснованно мы действуем, должны ли мы так или иначе решать наши вопросы, каким образом мы должны действовать. Вот про Да, это было можно интересно, поговорить, да. если есть вопросы. Можно и другие вопросы. Я просто вижу, сейчас пытаются всячески всю вину взвалить на Дудаева, на вас, на всех тех, кто боролся, их многих убили. Редкий голос только мы слышим. Ага. Можно сказать, единичные голоса, кто остался, некоторые просто не говорят, все сейчас пока сидят, наблюдают. И хотя это для нас сейчас уже как бы нужно бы, Аджимал, активизироваться. А так, сейчас пытаются каким-то образом реабилитировать себя, вот эти люди, которые фактически начали эту войну. Они были проводниками этой российской армии, которые они зазывали. Вот сейчас как какие-то силы Украину зазывали эту российскую армию, точно Да. так же были силы, которые зазывали. И они неплохо жили, пытались остаться при кормушке, хотя Кадырова их немножко подвинули, и не так сильно перепало, как они хотели бы. Но сейчас они хотели бы убрать Кадырова, вернуться, но вернуться как, Аят? Как когда-то Завгаев возвращался. Сейчас по аналогии получается, Завгаев, который тоже говорил, он думает о чеченском народе, что о независимости, о свободе. Но когда стал вопрос между ГК ЧП, вот этой ситуации августовской в 91 году, Мгм. он саморазоблачился. Он сделал выбор в ту сторону, и народ понял, кто он, что он за коммунистов, за Советский Союз, за империю. Да-да. И тогда Дудаев, которого все обвиняли, что он советский генерал, там, что он против свободы, независимости, все поддержали Дудаева. И сейчас вот повторяется то же самое. По аналогии фактически даже фамилии Наза начинаются, те люди, которые начинаются
начинают нам рассказывать о том, что мы должны быть Да, 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 это ты прав. независимость. Неужели нам придется опять пройти вот этот круговерть, чтобы люди опять пролилась кровь, чтобы чеченцы услышали что-то? Тогда что же пролилась кровь? Многие же были обмануты. Они не были за Россию. Они думали, что Завгаев за чеченский народ и поддерживали. Истории. А, Союз Тавр, пишется. И давай, как говорится, Аслан, ближе к теме. Ближе. О чем ты хочешь? Это то, что ты говоришь, все это правильно. А то, что сейчас на Западе вот происходит, вот я недавно опубликовал некоторые документы, так, некоторые действия, которые происходят у нас на Западе. У нас здесь разные есть блогеры, есть разные самозванцы, которые себя вот выдают за власть нашего народа. Мы много раз говорили и показывали документы, у нас есть обоснованно все это есть, о том, что кроме, значит, тех людей, которые являются полномочными представителями нашей власти, никто, те, кто потерял эти полномочия, они не могут представлять наше государство, в том числе и вот господин Закаев, о котором мы говорим. И когда я выставил вот эти вот документы, в которых они чем занимались, здесь пошли разные, значит, толки, мне стали писать, присылать, и даже какой-то там, не знаю, кто такой, Исаат Закаев, тоже начал грубить, оскорбительные вещи писать, не знаю, кто это такой, но и другие мы не будем, конечно, разговаривать ни с кем в этом отношении, по крайней мере, я. Но я хочу сказать одну вещь, что у меня нет никакой вражды личной к Закаеву, но я не могу, значит, из-за того, что Закаев действует незаконно, из-за того, и который выбивает нас из колеи, нашу власть, наше государство, идти за ним. И не советую всем остальным идти за ним, потому что все, что он говорит, это неправда. Это не играет в пользу нашего будущего народа. Это нас ведет снова под империю. А ведет под империю почему? Потому что мы должны действовать строго в рамках современного права и международной, даже нашей конституции, которую мы приняли в соответствии с этим. Закаев это человек, которого я лично, чтобы вы знали все, пригласил, когда я находился в Лондоне, через Ванессу Редграф, однажды попросил его поехать, их там пригласить, чтобы они встретились, чтобы их туда вызвать. Первый раз, когда они просили меня, он меня просил, давай быстрее, мне нужно, мы здесь не можем. Хорошо, она поехала туда, они не пришли с ней навстречу. Я еще второй раз им уже через эту Ванессу Редграф, известная, которая актриса в мире, которая была моя знакомая очень, через моих друзей, которые мы познакомились. Еще раз мы им приглашение все сделали, и мне пришлось тогда уехать из Лондона, потому что у меня кончалась виза, и мне пришлось быть во Франции. И когда я вот ожидал, что они приедут, и просил их, дайте мне знать, когда вы приедете. И потом это Ванесса Редграф, это актриса, очень известная актриса, это политик, можно сказать. Она очень многое для нас сделала тогда. Вот она мне позвонила и сказала, что они уже приехали, уже дней 10 здесь. Дед, когда ты приедешь? А я не мог выехать, потому что у меня с документом здесь были трудности. И она говорит, что 10 дней. Позвонил, и они говорят, вчера приехали, вчера. Я говорю, давайте встретимся. Вот смотрите. И что, они встретились? До сегодняшнего дня они со мной не встретились, спрятались, сошлись с господином Березовским, который нам киднаппинги организовывал, так? После этого ходили, принимали разные документы в 2001, 2002, 2003 году. Принимали документы, которые я выложил о том, что мы являемся частью России. Если они являются частью России, никто им это право не давал от имени чеченского народа. Разве чеченский народ такие решения принимал? Я не понимаю, те, которые мне звонят и говорят или пишут, мол, ты, мол, не делай это, он хороший. Он-то хороший, но эти дела, которые делаются, они во вред всему нашему народу. Мы должны держаться на основе нашей
Конституции на основе того, что мы создали свое государство, как те государства, которые созданы после развала Советского Союза. А эти нас тянут в состав России. Они приняли в 2002 году от имени нашего всего народа, Закаев организовал Копенгаген Всемирный конгресс, как будто пригласил туда, значит, представителей российской, скажем, власти или бывшей, и там приняли, значит, резолюцию, из которой следует, что наша территория является частью России. Что надо? Я должен с этим соглашаться? Или я должен припрятаться, как и другие, сидеть и молчать? Нет, я не буду молчать. Я им сказал, я Закаев, когда пришел, я думал, что мы будем вместе работать. Он с тех пор ни разу не появился у меня, ни разу не сказал мне, кто он, чтобы этим заниматься, кто ему эти полномочия дал. Наш народ является не игрушкой, которую они будут здесь вместе с Кремлем раскручивать. Вот о чем я говорю. Вы выбираете, когда мне говорить вопрос, скажите, что вы на этих платформах, которые сейчас принимает и действует Закаев, он ездит туда, сюда. Да, если бы, как и ему, нам было бы возможность, когда он ехал сюда, он говорил, что он без копеек не знает, что делать. Откуда у него эти деньги все появились, что он целые демарши делает по всему миру, и откуда с ним сзади ездят люди, целые там телевидение, это и это, откуда все эти блага? Для нас с вами, для нашего народа это кровь, а для него что? Мы должны понимать, что мы говорим. И не надо мне писать никому ничего. Я говорю, мне лично с ним ничего, никаких вопросов нет. Но когда это касается вопроса нашего государства, нашего народа, и он себя выставляет власть этой народа, и выставляя себя, он принимает такие документы, что мы являемся частью России. Значит, получается, все наши погибшие люди, все, что было, во всем виноваты мы. Чеченский народ виноват. Мы бандиты и террористы, и исламские фундаменталисты. До этого доводит это все. Я говорил ему, писал ему. А? Чтобы Россию освободить от ответственности. Подожди. Но я писал ему, говорил, давайте, значит, давайте оставьте это дело, давайте вернитесь в конституционное поле, говорил. Давайте будем вместе. Они собрались, человек 30-40 там, и говорят, давайте мы будем подружимся, Бартмаш Белой. Я согласился, давайте, мы в президиуме согласились с ними с этим вопросом. Они прислали мне сообщение, и в этом сообщении сказано вот что. Я могу выставить это все. Сказано, давайте забудем, мы, мол, едины все, мы один народ, давайте друг другу пожмем руки, обнимемся, в соответствии с нашими адатами, не будем больше никого называть это предателями и все такое, и не будем называть, и в будущем никого не будем назвать предателем. А я им говорю, да, я согласен в этом, но вопрос в том, что если мы говорим вопрос о предательстве, то мы должны отнестись к чему? Отнестись к тому, что у нас есть Конституция, в которой в соответствии с Конституцией нашего государства и решением нашего народа мы должны смотреть, кто отошел от этого или нет. И что они сделали? Они тут же все выключили, отключились, и посредника Ярая Сулому обвинили в предательстве, в том, что он перешел на мою якобы сторону. Вот какие это люди, чем они занимаются, что они делают, мы должны знать. И все те, кто против нашего государства и того создано, это люди, которые играют сегодня на руку Кремлю. С ними они, допустим, в Украине находятся, или в Англии, где-то. К ним относятся, я прекрасно знаю, потому что я в многих странах бывал. К ним относятся так же, как и ко всем. Как людям, которые не имеют своего государства. Просто он себя, вот эти артистические номера выставляет, что их там признали, не признали. Нет этого. Поймите, что этого нет. Для того, чтобы это было, и чтобы мы там, допустим, свои войска и все это делали, там где-то, или другие вопросы, есть строгие есть законы, строгие положения. Этого все нет у Закаева. Я ему говорю, оставьте это, давайте вместе работать. Они не хотят.
И мне теперь пишут люди, которые, может быть, знают, чем они занимаются, или они не знают, это мне пишут. Вот я говорю, давайте разберемся в этом деле. Я уже не хочу с ним разбираться. Эти 20 лет с лишним он постоянно вот так вот крутит, вертит. Я говорю вам, кто слушает меня и понимает, что это то, что он делает, это предательство тех принципов, тех законов и тех основ, которые приняты нашим народом. А кто? Кто принял? Где признали его? Где его назначают? Где его? Нет такого и не было. Учтите, этого не было. Вот сейчас мы занимались вот с Аллой Дудаевой и с другими нашими людьми занимались признанием нашего государства. Мы что-то там делали, и другие говорят, мы тоже делаем. Ну хорошо, вы делали, мы делаем, это общее наше дело. Для этого мы и должны трудиться. Нет, они говорят, это мы, и мы, да, законы и все такое. Да покажите, пожалуйста, вашу основу, что вы законны. Шамух Абилаш, покажите ваши полномочия, покажите. У них это нет, запомните это. И все, которые сегодня за ним вот так вот ходят или будут со мной грубо разговаривать, они это ответ получат тоже. Не думайте, что мы здесь спим и вообще мы-то такие слабые. Нет, у нас есть терпение, но более терпеть вот это мы не можем. Мы должны здесь на Западе работать вместе, чтобы признали наше государство. Они делают здесь раскол именно ЗК, его компании и другие. И из себя здесь мнят каких деятелей. Это беженцы, которые приехали сюда. Не более. Беженцы всего лишь. А беженцы – это наши люди. Давайте вместе работать на то, чтобы решать нашу проблему в этом остальном мире, зная, что происходит. Вот что я хочу сказать. Я закончил. Если есть вопросы, давайте, пожалуйста. Баркалая, свой. А вот здесь Лайман Аз в ТикТок пишет, Горский республик, Бума Мабуиш, они говорят про Горскую республику. Что это такое, для чего это делается? Это делается для того, чтобы сказать, что это не будет. Мы должны понимать, что после того, как после Второй мировой войны принято современное международное право, Горская республика – это историческая данность. В истории это было. Вот у других народов тоже были свои какие-то республики, свои государства, но после 1948 года, когда закончилась Вторая мировая война, было принято современное международное право. И говорить о том, что была Горская республика, это ни в какие рамки не идет, потому что ее нельзя восстановить, потому что есть современное международное право. Мы должны работать только в рамках современного международного права. Только лишь. Да. А в современном праве мы создали свое государство при развале Советского Союза. Я вот рассказывал сейчас. Остальное все это пустое, то, что потом тебе выставит, скажет, а что ты хочешь, чтобы я поднял то, что было в те прошлые 100 лет назад, и все вопросы, которые были в Америке, в Африке, скажем, или были в Средней Азии, вот эти вопросы все разнать, этот пласт вопросов, это уже не относится. Решение было принято после Второй мировой войны, и созданы были государства со своими границами. И на них нападать с внешней стороны запрещено. Уставом ООН, международными принципами запрещено. Можно только то, что я сказал. Выйти из любого этого государства, заявив об этом, но согласие того государства, которое есть в наличии сегодня. Вот я привожу пример. Вот была Каталония такая в Испании. Она хотела выйти, проводила референдум дважды. Все сделала как надо. Им не разрешили. Они второй раз сделали это референдум. Так взяли их за незаконное действие, посадили. Они сидели здесь в Берлине или в Брюсселе, в тюрьме. Потому что не разрешили. То есть действует международное право. Они про это говорят, там про какую-то конфедерацию говорят, про это говорят. Это все как исторически или что-то новое создать. А чтобы новое создать, когда они говорят, что мы хотим создать конфедерацию или Горскую республику, то надо понимать одну вещь, что они предлагают создать
государство, территория, которая находится на территории России. И теперь вопрос встает. Путин разрешит создать это государство? Нет. Нет. Значит, они нас обманывают снова. Конечно. И этим потворствуют эти люди. Нельзя это позволять. Вот мой ответ. Атлан. Баркалая, а вот люди, которые, некоторые взрослые люди, которые вокруг Закаева собрались, и они что, как вы думаете, что ими движет? Военные там, они, может, ошибаются, заблуждаются, а вот эти люди, они же видели и раньше видели, как все было. Как вы думаете, что ими движет? Ну, что я думаю? Они просто, наверное, не понимают, большинство из них, что. А чем они там делают, чем они занимаются. Ты же сам говорил, как среди них тебя пригласили, они хотели, чтобы ты работал на спецслужбы в Украине, российские. Вот Да. тебе среди них вот такие вот люди и есть. А эти спецслужбы и мы уверены, что от всего, чтобы это избавиться, надо вот смотреть строго в нашем, значит, на нашей основе. Создали мы свое государство? Нет. Есть наше государство? Нет. Нет, они говорят, нет. Они в 2002 году заявили, что его нет. Посчитайте, значит, резолюцию, которую они приняли. Вот она напечатана, она есть. Посмотрите. Вы хотите, чтобы мы с этим согласились? Они думают, что я хочу пойти туда, в нашу республику, и стать там руководителем. Нет, я не хочу этого. Моя цель только одна, если удастся ей досказать людям, что это такое, и чтобы там мы провели выборы после освобождения нашей территории, выборы в рамках нашего законодательства и восстановили там легитимную власть. Вот что, какая у меня цель. Я направлен сюда решением парламента, решением президента, я и другие люди направлены, мы являемся представителем нашего народа и нашей власти. В тех решениях, которые написаны, там конкретно сказано, что эти полномочия возлагаются, к примеру, на меня. Собственно говоря, вот эта ситуация, она должна быть разрешиться, и люди, которые вокруг Закая вот это все вот сейчас крутят и говорят, или недопонимают это, или поддаются этому, и думают, что это хорошо, или им все равно это все, или не понимают. Мы не можем ничего создать, ничего сейчас, и мы видим это, как происходит с Украиной, мы можем действовать только в рамках нашей Конституции и международного права. Мы в рамках этого создали свое государство. Все остальные разговоры, неприемлемости нашего государства, непризнание, значит, людей, которые здесь находятся на Западе, и говорят, что это, мол, самозванцы. Нет, мы не самозванцы, мы являемся полномочными представителями нашего государства. Для этого есть и документы. Есть документы. И не надо эти вещи говорить. Если мы совершенно ничего не понимаем, мы можем так говорить. А мы понимаем уже пора было научиться нам все. Мы научились, мы понимаем, что происходит. Мы понимаем, как были эти документы приняты. Мы понимаем, где мы ошибались в ходе, скажем, всего процесса вот этой войны. Какие документы не те, эти, то. Но слава, как говорится, Аллаху, что в нашей Конституции, статья 5 написано, что все решения, принятые против основ нашего государства, не имеют юридической силы, не применяются судом и не обязывают наших граждан. А это о чем говорит? Это говорит, все, что было нашими людьми ошибочно принято, мы можем от них отказаться и за свое государство дальше бороться. Для этого мы должны здесь на Западе работать, чтобы нас признали и другие государства. Они раскалывают вот это все наше общество здесь на Западе. Здесь есть люди, но сколько их я сейчас не могу сказать, по-разному. Одни говорят одну цифру, другую. Но в любом случае, кто есть, мы должны в этом вопросе объединиться и работать. Если мы хотим, что наши потомки и наши люди, и наше государство существовало, и чтобы наш народ сохранился, который создал свое государство и дал нам в руки вот этот документ, вот эту ситуацию. А здесь вот появились люди, которые этим занимаются.
понимая или не понимая. Для нас это должно быть ясно. Мы говорим о нашем народе, а не о личных отношениях. Вот в чем дело. Ладно. Некоторые, и сам Закаев поддерживает это и распространяет слухи о том, что Запад, Великобритания, США его поддерживают, что они сделали на него ставку. И у меня был разговор, и говорят, вот, надо поддержать, потому что вот Англия поддерживает. Как вы считаете, это правда или это выдумка? Я считаю, что если это так, то он должен это показать, раз, так? Во-вторых, это не может быть потому, что ему спросят, кто ты, покажи. А кто он такой? Он в 2007 году сказал, что я ухожу в отставку, потому что президент Док Умаров, что он, значит, продал наш предатель, он, да, что за $500 миллионов он, значит, обязали его создать Эмират Кавказ, и что мы им больше не подчиняемся, мы уходим. Все, с этого момента он частное лицо. И потом он берет там каких-то 5-6 депутатов, и якобы они создают какое-то постановление. А мы с вами хорошо знаем, что постановление, которое принимается нашим народом, должен быть кворум. Какое 5 человек могут создать премьер-министра или главу государства? Это нереально. Это не то, что нереально, это совершенно абсурд. Это не может быть. Не может быть, потому что такое не может быть. Для того, чтобы принять в нашей ситуации, принять, допустим, решение о создании нашего такого, как он говорит, что его назначили. Он пользуется этим сайтом Чечен-пресс, который он захватил в своих личных целях. И этим сайтом при жизни Масхадов, он сам себя назначил премьер-министром. И Масхадов на него подал в прокуратуру и рассмотреть это дело в суде. И вот сразу после этих дел Масхадов погиб, и это осталось как бы дальше не имело продолжения. Вот что это такое. Они могут говорить что угодно. Они могут куда угодно. Вот здесь вот ездят и другие, там говорят, мы то, мы это, мы это. Не надо эти разговоры вести. Все, которые это ведут, они думают, если мы здесь не понимаем ничего или понимаем и ничего не делаем. Нет, мы делаем. Мы очень многое делаем. Мы очень рассказываем. Мы всю эту подноготную подняли. И мы бывали везде и всюду. Но нас везде блокируют. Блокируют почему? Потому что нас пока что не признают, и Запад нас не признает, и не признавал, и сейчас не признает. Нам нужно больше государств, которые бы нас признали. Мы должны работать с другими государствами. Вот мы тогда, когда делали все документы, и в Польшу, и Балтийские страны тоже отправили, как и Украину, чтобы нас признали. Но вопрос стоит пока открытым. Мы и дальше хотим работать в этом направлении. Больше ничего. Мы не имеем личные, допустим, если Закаев ошибается, то давай откажись от этих своих ошибок. А то, что ты делаешь, или он делает, это во вред нашему народу. Мы не можем это позволить и согласиться с этим. Я говорю, я не могу согласиться с этим, потому что это неправильно. Потому что это против нашего народа. Потому что это на пользу Путину, нынешнему диктатору, вот этому человеку. Вот в чем дело. Давайте решать эти вопросы мирно и совместно. И все должны это тоже понимать. Аслан. Спасибо, Аят. Друзья, если есть вопросы, задавайте вопросы. Если нет, Аят, мы уже больше 1,5 часа в эфире. Предлагаю завершить наш сегодняшний стрим, который, на самом деле, давай завершим. Очень интересным и очень полезным. И советую всем пересмотреть его, если один раз посмотрели. Я обязательно посмотрю. Поздравляю весь чеченский народ с 35-летием Декларации Общенационального съезда чеченского народа. И спасибо еще раз, Аят. Спасибо. Я всех поздравляю, наших людей. Ты опередил меня, но всех поздравляю. Это важнейший момент нашей истории.
нашего народа. Да. Много благодарю. Adi Кюэль. До свидания. Всего хорошего, друзья. Алекс Леонидович.